Приветствуем зрителей подкаста ТНВ. Сегодня у нас в гостях Михаил Любимов, журналист нашего телеканала, редактор программы «7 дней». Мы пригласили его о том, чтобы поговорить о его нашумевшем ролике из 7-й горбольницы Казанской, о котором уже узнали не только в Татарстане, но и за пределами, по всей России, можно сказать. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Ирина, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, для чего изначально вы сняли этот ролик, этот сюжет? Я думаю, среди тех сотен вопросов, которые нам задают уже всю эту неделю, и даже, может быть, можно говорить уже 2 недели, этот вопрос один из самых популярных, потому что он звучит в разных вариациях, но он звучит примерно так. Зачем вы вообще сделали это? Для чего? С какой целью? Я, наверное, должен напомнить, что наша профессия тележурналиста, как и любого журналиста, она состоит в том, чтобы контролировать и просвещать. И должен напомнить, что еще в середине, даже ближе к концу мая, мы уже делали подобные материалы, они выходили в нашей программе «7 дней» на канале ТНВ. И мы показывали работу, вот эту обычную, как все мы привыкли считать, повседневную работу врачей, медсестер, всех людей из медперсонала, временных инфекционных госпиталей. И, в принципе, то, что мы показали на прошлой неделе, в воскресенье, мало чем отличалось от того, что мы показывали в мае. Мы показали это, наверное, с целью понятной. И я не думаю, что здесь нужно придумывать какие-то подводные камни искать. Цель была ясна. Цель в том, чтобы, во-первых, показать вот эту просто титаническую работу наших врачей. Она действительно титаническая. Мы воспринимаем ее как обычное дело. Мы удивляемся тому, почему мы называем это подвигом и героизмом. Фактически это неправильное суждение, потому что ни один врач из тех, что сегодня работает в этих госпиталях, никоим образом не обязан этого делать. Жизнь любого врача настолько же ценна, как и жизнь любого пациента, которому он сейчас посвящает, можно сказать, эту жизнь. Никто из них не должен, возможно, должен, но никак не обязан находиться сейчас там, особенно в красной зоне. Каждый из них может отказаться. Это не солдаты, которые получают приказы на поле боя, которые обязаны умирать за страну. Врач, как ни странно это прозвучит, делать этого не обязан, поэтому это, конечно, подвиг. И, конечно, это героизм. Они идут туда ради чужих жизней, они рискуют собственные и идут ради жизни тех, с кем они работают, не отсиживаясь за спинами остальных. Это первое, что мы хотели показать. Конечно, это первое, что нам пришло на ум еще в апреле, конечно, когда мы увидели, как сложно им приходится. И то, что мы показали. И второе, это, конечно, должно послужить нам уроком. Вся эта картинка, которая так многих напугала, она, наверное, должна была быть показана по телевизору просто по той причине, что мы должны знать реальное положение дел и понимать, что никакая эпидемия никуда еще пока от нас не ушла. И если сравнивать наше поведение в апреле, когда у нас там было 19-20, там в начале апреля зараженных, и сейчас мы знаем, какие цифры, мы должны понимать, что угроза только выросла, даже чисто арифметически, математически. И, соответственным образом, это должно влиять на наше поведение. Вот для этого мы делали весь этот материал. Многие ищут там что-то еще, но чего-то еще, я вас уверяю, там просто никогда не было. Угу. А ждали ли вы, что вот этот сюжет вызовет такой резонанс, то есть не только в Татарстане, но и за его пределами? То есть мы знаем, что несколько известных людей у себя на страницах публиковали этот сюжет. И очень у многих людей это вызвало, то есть, и негативные, и положительные комментарии. Мне сложно судить, как все это расходится по сети. Этот ролик назвали вирусным уже. В принципе, я, с одной стороны, только счастлив, что он оказался вирусным, потому что вот по тем самым причинам, которые я уже, собственно, изложил. Поэтому мы были очень рады, что огромное количество людей, просто огроменное количество людей это увидело. Не по причине того, что это минутка славы для меня лично или для нашей программы там, в целом, а именно по этой причине. Все началось ведь даже за неделю до этого. То, что потом в некоторых я
читаю, в некоторых газетах назвали мощной рекламной кампанией анонсирование в средствах в соцсетях. Но на самом деле было просто моим личным постом в интернете, на моей собственной странице в Фейсбуке, где я просто не то чтобы даже анонсировал какой-то сюжет, я даже, по-моему, не написал там, что он будет. Я написал, что мы были сегодня, и я хочу поделиться просто. Я написал там, что надо понимать, что угроза никуда не ушла и так далее. Этот пост разошелся по всей стране, он разошелся по ближнему зарубежью, что для меня явилось огромным откровением. Я, конечно, никогда таких рейтингов не имел. Там было более 500 репостов, там что-то 1000 лайков. Это было удивительно для меня. И потом началась вот эта история с сюжетом, которая только, как-то все это вместе получилось. Но, конечно, было неожиданно. Но я еще раз повторяю, для меня эта история важна не с точки зрения раскрутки нашей, а тем более моей. Мы только счастливы, потому что это так разлетелось, потому что нам было важно, чтобы люди это увидели. Это самое главное в нашей работе, чтобы вас понимали и видели как можно большее количество людей. А это самое то, на что сегодня люди обязаны смотреть, как я считаю. Угу. То есть можно сказать, что вы даже делали, как сказать, благодарность врачам за их подвиг с невидимым врагом, как вы говорили в своем сюжете. Да, конечно, мы не в первый раз это делаем, мы будем продолжать это делать по мере наших возможностей. Кстати, я хотел бы вспомнить о том, что у нас в воскресенье будет День медицинского работника. Это большой праздник для всех наших врачей. Не только для врачей, мы все время это поправляем сами себя. Мы привыкли говорить спасибо врачам, спасибо всем сотрудникам госпиталей. Там, поверьте мне, огромное количество не только врачей. Все эти люди, вы же там были. Конечно, все эти люди работают я не знаю, на износ просто. Это сложно рассказать, как они там работают, по сколько часов они ходят во всех этих СИЗах. И в это воскресенье мы, естественно, большую часть нашей программы посвятим именно этому. Мы посвятим ее работе этих людей и посвятим ее ответам вот на эти самые вопросы, которые сегодня нам задают. Зачем вы сделали этот сюжет? И еще, наверное, есть один вопрос, который задают, может быть, даже еще чаще, чем «зачем вы это сделали?». Люди спрашивают, что мы теперь должны делать-то после этого. Вот что нам, по-разному, да. После правды. После правды. Что мы должны делать, как мы должны менять свое поведение. Но это хорошо, что такие вопросы возникают, потому что это коренной, основополагающий вопрос. Но это значит, что в сердцах людей наш отклик. Они увидели правду, они посмотрели, им стало ясно текущее положение дел, и люди начали задумываться. Потому что, вы знаете, с самого начала этой эпидемии, с марта, насколько я помню, люди в целом, общество наше, оно скорее задавало себе вопросы о том, что бы такого сделать, чтобы ничего не сделать в связи с тем, что это все на нас надвигается. Сначала у нас общество это отрицало, потом, когда все это пришло, общество стало отрицать, либо отрицать, что это существует, либо отрицать, что это какая-то случайность, что это не природа, что это все искусственно. Ну и вы знаете про всех этих рептилоидов, чипирование и так далее, Билл Гейтсов. Да. И до сих пор это продолжается, к сожалению. Я с этим боролся, мы с этим долго боролись. И вот все эти 3 месяца, сколько это все длится, я сколько делал материалов об этом, которые, к несчастью, не получили такого широкого резонанса. Люди должны понимать, что у природы нет никаких планов. И никто сейчас не может ответить человеку на вопрос, что будет дальше. Это вирус. Это, с точки зрения природы, точно такой же живой организм, как и вы. Он имеет, с точки зрения природы, такое же право на существование, как и вы. Кто кого одолеет, мы не знаем. Мы знаем, что мы сейчас, как Homo sapiens, должны не верить ютубам, не верить лжеспециалистам. Мы должны видеть правду и менять свое поведение в зависимости от этой правды. Это наша степень обучаемости, она должна быть сейчас основополагающей для каждого. Мы должны быть обучаемы, смотря на то, что есть. Что это? А это простые вещи. Это вот мы с вами сейчас без маски сидим в помещении, у нас хорошо дистанция с вами есть. Если бы я сейчас придвинулся к вам на расстояние, скажем, 30 сантиметров плюс,
то риск заражения вас от меня или меня от вас сразу повысился бы на 80%. Это простые вещи, которые мы обязаны знать сегодня. Маска, которую мы носим, защищает не меня от общества, оно защищает общество от меня. Что бы там сейчас не говорили о том, что вот якобы ВОЗ заявил, сейчас очень много этих фейковых новостей ходит о том, что ВОЗ заявил, что якобы бессимптомные больные не заражают. Это все давным-давно опровергнуто. Это вы о том, что можно без масок ходить? Якобы да. То есть люди, которые не верят ни в вирус, ни в его контагиозность, там, высокую заразность, то бишь, они вот как флагом размахивают сейчас заявлением ВОЗ о том, что якобы ВОЗ заявил, что бессимптомные не заразны. Это неправда. Мы знаем, что ученые всего мира опровергли эту информацию. 40% заражений во всем мире происходит от бессимптомных людей. Это значит, что если вы выходите на улицу, вы должны оберегать общество от себя в первую очередь. Ведь вы не знаете, болеете ли вы. Вот мы с вами сейчас не уверены на 100%, конечно. Поэтому ношение маски в общественных местах, я уж не знаю, как на улице, здесь разные мнения, но на улице, может, и не надо. Но если вы зашли на рынок, на улицу, это просто сейчас, как правило, этикета. Это совершенно простые вещи, которые нужно делать каждый день. Мы просто, наверное, дойдем до того, что не будем даже думать об этом. Вот об этом. Когда мы будем заходить куда-то к кому-то. Ограничить контакты. Это социальное расстояние и в физическом смысле, когда вы с человеком разговариваете рядом. То есть соблюдение некоторой дистанции. Но и социальные контакты ограничиваются с тем, чтобы каждый раз задумываться над тем, вот я хочу сегодня встретиться с другом, может быть, не стоит этого делать пока. Ведь вы не уверены в нем. Это не значит, что мы отдаляемся друг от друга. Это значит, что мы бережем друг друга. Это абсолютно простые вещи. Минимум мобильности, максимум мер предосторожности и минимум социальных контактов, без которых можно обойтись. Вот что нужно делать сегодня. Собственно, к чему призывают постоянно врачи со слезами на глазах во всяких различных роликах? Да, я общался с ними, со всеми. Конечно, они, знаете, сложно объяснить своими словами то, что они думают, а они никогда не скажут. Им сложно говорить на какие-то темы, которые вот больно ударяют по каждому из них. Поэтому тебе приходится многие вещи как-то проговаривать, но и это никогда не выйдет. Но то, что они всегда говорят и готовы говорить сюда на камеру, это именно как раз касается того, что люди, которые туда попадают, никогда не знают, где конкретно, в чем они провинились и как они заразились. И это не повод говорить, что маски и перчатки и социальная дистанция не помогают. Нет, это как раз-таки повод задуматься, что вы никогда не узнаете, где вы поймали эту заразу. Поэтому лучше делать то, что говорят врачи. Надо слушать специалистов. И мы об этом говорили сотни раз. Не нужно слушать тех, кто упрощает этот мир до размеров собственной крошечной теории. И кто во всем разобрался. Никто сегодня ни в чем не разобрался. Вот вы сказали про то, что никто не знает, где он мог заразиться, да? У вас как раз-таки в сюжете было про семью, про целую семью, которая лежит в больнице. Там дочка, по-моему, мама и бабушка. Да, да это семья Насти Чернышовой, ей 26 лет. То есть они же тоже не знают, где они заразились? Нет. Кто от кого, это очень сложно понять. Настя Чернышова, которую мы показали в прошлом сюжете, выписалась на этой неделе. Мы ее встречали вот на днях, мы с ней поговорили, это все будет в нашей программе. Она оказалось, что у нее ребенка полгода. Мы, кстати, этого даже не знали. Нам было там в реанимации, где она лежала с этими трупами. Я был в маске, мне как-то сложно было долго ее задерживать, как-то обо всем поговорить. Вот в таком месте сложно было как-то. Тут мы с ней немножко больше пообщались. Ребенку полгода, сейчас мама воссоединится, слава богу. Мама выздоровела. Ее мама идет на поправку, ей ничего не грозит, она лежит там же. То есть она сейчас себя чувствует хорошо? Она хорошо себя чувствует, да. Ей, слава богу, хорошо. Но вот представьте себе, еще раз напомню, да, 26-летняя девушка провела 2 тяжелых дня на аппарате искусственной вентиляции легких. 2 дня, которых она не помнит. И могло случиться все, что угодно. Она выкарабкалась, и ей повезло. И еще раз повторяю, 20-летние, 30-летние, не говоря о 40-летних,
конечно, все группы риска. Абсолютно Какая все разница группы риска. вирусу? Сколько тебе лет, да? Вирусу, это да, да. Вирус, к сожалению, не очень сильно заинтересован в смерти собственного хозяина, как и любая форма жизни. И он, к счастью, к нашему, не так летален, как многие другие вирусы. Но именно поэтому мы должны опасаться его, потому что чем смертельнее вирус, как ни странно, тем он безопаснее. Мы знаем, какие были вспышки, сейчас все об этом вспоминают, атипичной пневмонии, МЕРС, всех этих коронавирусов. Но тогда они закончились достаточно благополучно для человечества, именно по той причине, что они были достаточно смертельны. Поэтому вирус, в принципе, быстро уничтожил всех своих носителей, и зараза не распространялась по всему миру. Пандемии не было по всему миру. Сегодня этот вирус где-то на уровне 5% у него смертности, поэтому он, собственно, так и ужасен. У нас нет от него лекарства, у нас пока нет и не знаем, будет ли от него вакцина. Поэтому, еще раз повторяю, нужно необходимо просто. Это сегодня правило этикета. Абсолютно все меры предосторожности. Это не пустые слова. Поговорите с любым врачом в инфекционном госпитале. Он скажет вам, что смеяться над этим, во всяком случае, точно не стоит сегодня. Вот как раз-таки поговорить с врачом. Вы общаетесь с врачами, ездите снимать сюжеты, и сейчас появилась информация о том, что грядет вторая волна. И то, что в Китае, опять-таки, где все началось, новая вспышка. А вот наши врачи об этом что-то говорят, это правда? Это очень специфический медицинский вопрос по поводу второй волны. Какой нам вторая волна, мы с первой не разобрались. Мы на гору поднимаемся сейчас, или, может быть, уже на горе находимся. Но нам еще спускаться с нее сколько? Я не знаю, вторая волна должна наступить тогда, когда мы будем у подножия, видимо, это имеется в виду, или когда мы там половину пути, может быть, пройдем. Я не берусь судить такие серьезные медицинские вещи. Я знаю, что сейчас возможно все, что называется. Вторая волна в августе, в сентябре, да, многие об этом говорят. Но, как мне кажется, и как я об этом писал уже и говорил много раз, наверное, сейчас самый правильный ответ на все, который нам сложно всегда произносить, но который стоит произносить, это ответ «я не знаю». Во всяком случае, я на своем уровне не знаю. Мне очень сложно об этом говорить, потому что я вот вчера общался с микробиологом, даже ему сложно сказать, насчет каких-то вторых волн и так далее. С кем бы ты ни разговаривал, с врачами, с учеными, каждый тебе скажет: я вот вчера читал новое исследование, а там сказано уже немножко другое. Это врачи читают, они читают Lancet, они Nature читают, Science, они читают научные журналы, они не смотрят YouTube, они читают научные вещи, и там выходят огромные, серьезные научные исследования, и которые, не всегда загораживают то, что было до этого, но всегда какая-то новая информация возникает. Мы сейчас ведь смертность даже не можем посчитать по миру. У нас ведь год продолжается, сейчас только июнь еще пока. Мы не имеем ни смертности за год, ничего. Нет ничего такого, что мы могли бы назвать ясным. Поэтому о второй волне я уж точно не берусь судить. Я на своем уровне могу показать людям, что сейчас происходит в госпиталях, и намекнуть им, что надо задуматься о своем поведении, в первую очередь о себе самих. Михаил, вот вы видели различную реакцию на свой сюжет, да, в соцсетях. Как вы это восприняли? Различные реакции. И негативная, и положительная. То есть были люди, те, кто благодарили вас за него, например. Ой, да, много, да. Как вы это восприняли? Это да, это еще когда началось вот с того самого моего поста в Фейсбуке, я к удивлению своему увидел, что, оказывается, огромное количество людей ждали этого. Они этого ждали, и они со мной абсолютно солидарны. Все-таки у нас век информации, люди знают многие вещи так, и без меня, собственно говоря. Они увидели подтверждение. Мне было приятно, что я не знаю, наверное, 80% всех комментариев, которые есть сейчас под всеми вот этими сюжетами там в интернете, они положительные, они хорошие.
есть, как говорят, а теперь давайте спустимся в комментарии и узнаем мнение экспертов. Есть вот эти эксперты и там тоже, которые лучше меня все знают и лучше меня все видели, и которые давно во всем разобрались. Но в основном мне было приятно, что 80% комментариев, ну так, по моим ощущениям, 80% комментариев хорошие, и люди пишут именно то, о чем вот я сейчас говорю. Они пишут о том, что надо сказать спасибо врачам, они не обязаны это делать, они это делают, они герои, и мы должны быть такими же героями, пытаться соответствовать этим людям. Спасибо, Михаил, большое за интервью, за то, что рассказали нам Спасибо про свой вам. сюжет. И спасибо зрителям, что смотрели и что Да. так Спасибо хорошо вам и большое. приятно отреагировали на то, что мы сделали.